Так, что-то света маловато, да? Свет добавим. Так, ну что, всем привет. Так, ну это все, конечно, мы не будем пробовать. Это я так просто установил, как бы. А попробуем сегодня вот эту килечку. Килечку. И вот эти вот шпротики. Вот эти вот шпротики. Давно я не делал такие подобные стрелы, как бы раньше. Частенько пробовал, дегустировал в прямом эфире все это дело. Людям интересно, потому что как бы, ну, не всем по карману дорогую покупать продукцию пищепрома, а у кого-то вот денег хватает только на килечку, вот такой вот стоимостью, по-моему, рублей 45 ее заплатил, вот, да? Так, черноморская, неразделанная в томатном соусе, смотрите. Так, и вот такие шпротики в масле. Золото викингов. Значит, у нас тут ничего не просрочено, я так думаю, да? Вот тут дата стоит, это производство 01 год, да? Угу. И здесь у нас сколько срок хранения это? Ну, по-моему, года 2 у них, да? Года 2. Года 2 после вскрытия. Так. Срок годности 30 месяцев. Вот написано 30 месяцев. А здесь какой срок годности? Где тут написано? 24 месяца. Вот это 2 года, а это 30 месяцев. Шпроты. Так, вот это у нас килька черноморская, смотрите, с Черного моря в томатном соусе. Фирма Месье. Месье какое-то... кто и производитель-то? Производитель город Керчь. Это Республика Крым, улица Героев Эльтигена, дом 2. Вот. Угу. Так, производство 21 год опять, 7 месяц. То есть еще года нету, да, этой консерве. И этой тоже, соответственно, да. У нас все по срокам, оно все сходится. Давайте теперь откроем. Откроем сейчас, значит, исторической открывашкой. Вот такой вот открывашка еще со времен СССР. Вот, смотрите. Так, давайте музыку уменьшу. Тут громыхает что-то непонятное, да? Нержавейка, цена 50 копеек. Вот такая вот историческая. Ну и с вами попробуем. Давайте для начала килечку, да? Килечку попробуем.
Так, открываем. Таким вот образом. Так, как бы у нас не вытекла, да, отсюда никакая жижа. Заценим сейчас кильку с кирчи. Насколько она съедобна. Можно ли ее вообще брать, покупать, так сказать, при малом бюджете. Вот таким вот образом открываем. Вот видите, да, сколько это открывашки уже лет. Это у нас со времен распада СССР. Сколько уже? 31 год, да? То есть она ничего, нормально. Даже сколько. Когда купили-то даже неизвестно. То есть они вообще, может, лет 40, может, лет 50 быть. Без понятия. Так, вот, открыли. Давайте-ка я что-нибудь сюда такое подставлю, да, чтобы у нас... вот, да, вот так вот мы подставим, чтобы ничего никуда не вытекало. И чтобы все было ровненько. Так, сейчас возьмем вилку. Так, сейчас вилочку. Сейчас вилочку. Вот такую же подобную аутентичную постараюсь взять. Нержавейка, да. Да, сложно с вилкой, да. Куда-то делать. Ну, вот такая вот вилка есть. Смотрите, какая маленькая вилочка. Вот такая вот есть. Есть чуть побольше. Вот такая вилочка. Так, надо хлеб, наверное, да? Ну какая килька без хлеба? Сами понимаете. Наверное, никакая. Так, вот есть хлеб. Есть белый хлеб, есть черный хлеб. Так, черный хлеб. Сейчас кусочек я отрежу чернушки. Вот такая вот у нас чернушка. Кильку надо с черным хлебом. Иначе как? А иначе как? Так, отрезал кусочек. Большие не будем. Куски. Вот такой вот. Я думаю, у нас кусочек пойдет, да? Хлеб черный. Для кого-то это экзотика. Кто-то вообще не хлеб не ест, да? Но мы вот будем как по-правильному с хлебушком, да? Так, смотрим. В общем, смотрите. Структура какая. То есть здесь, по сути дела, это каша. Это каша. Смотрите. Вот какая каша. Это черноморская килька. То есть здесь никак рыбы практически невозможно найти целиком. То есть мы видим здесь вот голова рыбы, да? Смотрите, голова рыбы. Вот она. Вот голова рыбы. И, короче, вот такая вот каша производства Керченского завода. Это у нас Черное море. Так, ну давайте. Может, вкусная она будет? Я даже не знаю. Давайте. Да, ну, конечно, она такая рыхлая. Рыхлая консистенция. И, в общем-то, да, далека до идеала, но она не противная. То есть и свойственной кильке вот этот запах. Такой, ну да. Тут еще томатный соус у нас, да? Они добавили, да, соответственно, поскольку у нас килька в томатном соусе. Ну, в принципе-то, если с большой голодухи, то можно съесть. Можно вот так вот выложить аккуратненько. Вот так вот можно выложить аккуратненько и чаек там
Давайте вот так вот сейчас положим. Так, вот, да, у нас вот такой натюрморт. Сейчас и чаек сейчас еще поставлю. Так, где у нас подстаканник? Вот подстаканник. Смотрите, кстати, какой. Тоже. Оп, Павелецкий вокзал. Поезд. Этот подстаканник с РЖД. Российские железные дороги. Вот тут Москва, Калининград. Павелецкий вокзал, кстати, он, смотрите, 1900 года. 1900 года постройки, видать, да? Владивосток. То есть вот можно с Павелецкого вокзала аж до Владивостока. 9000 километров, по-моему, расстояние. И в пути там что-то, не знаю, больше недели, что ли. Вот такой вот подстаканник. Сейчас мы возьмем стакан тоже, который был с этим подстаканником. Вот такой стакан. Так, чай. Чай я вскипятил. Да, вскипятил. Вот у меня есть тут уже чаек вот такой тоже. Чайничек вот такой вот. Все, так сказать, натуральное. Тут чаек такой, короче, особый чаек, не обычный чаек, а особый. То есть здесь и черный чай, и иван-чай, и, короче, что еще добавил, шиповник, и черемуха, и, видите, вот это растет на юге-то, можжевельник, вот таким образом. И еще добавила сюда немножечко для пикантности гвоздику, пару семян. Вот такая густая у нас заварка. Так, в стороночку убираем. Так, теперь водичку, кипяточек дольем с чайничка. Ну и, конечно, сахарок. Так, где у нас был сахарок-то, а? Хотя можно, в принципе, смотрите, вместо сахара вот стевию положить. Стевия. Вот такая вот стевия. Она, значит, как заменитель сахара. Ну и она полезная. То есть вот произрастает она. Это у нас добыча, ее изготовитель крестьянское хозяйство Лимарева, Ростовская область. Вот стевия. По идее, надо было ее кипятком заваривать. Ну ладно. Как употреблять? 50 грамм стевии, залить по литрам кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать по полстакана 2-3. Ну, я знаю, ее добавляют в этот, как его, чай. Или можно вот такой вот использовать тоже. Это эритрит и стевия, да, с витамином D. Подсластитель столовый. Кто значит, боится разжиреть, как бы от сахара. Вот такое. То есть такого пакетика, в принципе, хватает на такую чашечку. Ну ладно, сегодня я не буду. Я просто сегодня обычный сахарок добавлю. Сахарок. Вот такой сахар-песок, как вы видите, обычный белый. Возьму для этих целей ложечку. Ложечку возьму. Так, вот ложечка. И мы сейчас сюда добавим пару ложечек. Да, я думаю, хватит, чтобы повкуснее было. Таким вот образом размешиваем. Угу. Ну и сейчас заценим, как оно идет или нет с чаем. Вот такой вот бутербродик. Так, а вообще кто что пишет, нет? Сейчас видны все. Пока никто ничего не пишет. Ну ладненько. Кто что надумает, пишите, ничего страшного. Сегодня у нас небольшой будет по длительности. А стрим, я думаю,
так сказать, чтобы сильно не отнимать ваше время, да, и свое, мы, значит, недолго все это дело будем сегодня. Может, новости какие почитаем? Так, ну давайте, пробуем. Сразу пол куска откусил. Довольно вкусно. Довольно вкусно. Вот особенно с черным хлебом. Сочетание кильки в томатном соусе с черным хлебом. Это очень вкусно. Так, и теперь чаек. Так, я перемешал его, надеюсь, да? А то, как обычно, плохо перемешаете, если сахар на дне там остается, все столько, что и все можно. Чай, чашку выпить. Ну, вообще, слушайте, идеальное сочетание. Причем, несмотря на то, что у него нету, у этой кильки, тут кильки-то, она в таком дробленном состоянии, да, как бы, но она вполне подходит для того, чтобы ее покушать. Она не противная, не прогорклая, ничего. То есть вполне съедобно. Если у вас маленький бюджет, то вот такой вот перекус, он вполне, я думаю, будет уместен. Ну, сами смотрите. Вот этот чай, да, даже вот если взять вот такой вот чай, да, вот такой чай. Не как я там, а вот такой обычный гиту, да, вот гиту взять, да. Вот такая пачка 100 пакетиков стоит 100 рублей где-то. То есть вот один такой пакетик рубль стоит, да. Ну, кипяток дома мы не учитываем там. Если вы в поезде ездите, то стакан кипятка вообще бесплатно вам дается, да, таким образом. То есть вот рубль чай стоит. Ну, сахар сейчас подорожал, да, вот на 100 рублей примерно сахар стоит. Хотя я видел недавно, что его и за 90 чем-то рублей, то есть он чуть-чуть, но в цене упал. Чуть-чуть. Хотя видел и за 136 рублей сахар килограмм. Рафинат. Ну, не рафинат, а обычный сахар, песок. Так что цены где-то вот в таком пределе, да. То есть вот эта вот килька стоит 45 рублей банка. Но, может быть, она еще дешевле, да, у нас как бы продукция чуть подороже, да. Но 45 рублей. То есть вы и хлеб, да, хлеб. Сколько мы здесь на один бутерброд мы взяли, я не знаю, совсем мало, да, я положил. И поэтому, я не знаю, это в пределах 10 рублей, наверное, перекус стоит, да, в пределах 10 рублей. Может даже и меньше. То есть вы довольно хорошо экономите свой бюджет. Не обязательно заходить там какие-то бургерные, покупать бургер там за 350 рублей, да, которые вы съедите и уже через полчаса вы голодные, да. Можно вполне доступно зайти в магазин продуктовый, купить там банку кильки, хлеб там полбулки черного хлеба, да, сколько. У нас, допустим, хлеб стоит, сейчас вам скажу, 40, наверное, 5 рублей, так вот, 45 черный так вот. Белый хлеб, там, вот, если хлебокомбинат брать, то он стоит, наверное, рублей от 50, да. Хотя можно хлеб купить и за там 35 рублей. Вот Айгуль продает, в частности, они там сами что-то делают, и у них подешевле. Ну, там, соответственно, вес еще меньше, вес
И поэтому, как бы, ну, где-то от 35 рублей за буханку хлеба в Якутске можно найти. Хотя цены растут, и на хлеб в том числе. Мука, как известно, подорожала. Поэтому все потихонечку оно. Но радостная новость пришла сегодня. То, что будут пересматривать пенсии, МРОД в сторону повышения. То есть скоро мы с вами заживем. И так что не надо пугаться этих мелочей, там, как повышение цены. Это мы постоянно уже в течение 30 лет наблюдаем. Мы, в принципе, живы и здоровы, и все отлично. Так что надо что-то как-то глобальнее мыслить, не замыкаться на цене там продуктов, да, как бы. Все равно, вот представляете, люди раньше вообще в пещере жили, да, в пещерах, никаких у них Макдональдсов не было, ни каких заводов по производству хлеба там, да, они вот то, что добыли, они этим и питались, по сути дела, да. То есть и ничего, мы от них произошли, как бы цивилизация даже развилась, поэтому ничего страшного, можно вот, если у вас бюджетик совсем скромненький, да, то можно вот таким образом питаться. Кстати, килька тоже подорожала. Если раньше она, наверное, такая банка стоила рублей 25, то сейчас она 45 рублей стоит. Если вот так оценить чисто, значит, по баллам, да, по пятибалльная система, то, ну, наверное, 3 с плюсом или же 4 с минусом. Эта бальность снижается за то, что вот она такая кашеобразная. Ну какая разница, вам все равно пережевывать, да, пережевывать эту рыбу, поэтому какая разница, что она не... Тут рыбы такой целиком нету, да, как говорится. Для чего она нужна? Тут уже за вас кто-то переживал, и, соответственно, уже даже меньше жевать. А известно, что чем меньше кусочки, тем лучше пища усваивается в животе. То есть насыщение происходит сильнее, чем вы кусками проглотите, там, да, и у вас там все пройдет, не перевариваясь. Соответственно, чем меньше пища измельчена фракции, тем лучше она переваривается, усваивается, тем более, и, соответственно, сытость от такой пищи больше. Так, ладненько, давайте к следующим шпротикам перейдем. Шпроты в масле. Золото викингов. Так, 150 граммов. Где сделали-то ее, эти шпроты? Я раньше помню, что шпроты где-то делали там в Прибалтике, но сейчас вроде бы как оттуда ее нету ее, поэтому делают где-то либо в Калининградской области, либо еще где-то. Давайте посмотрим. Изготовитель ООО «Русский рыбный мир». Адрес: Российская Федерация, город Москва, поселение Шаповское, поселок Курилово, улица Центральная, дом 15. Изготовлено под торговой маркой «Золото викингов». Срок годности не более 30 месяцев с даты изготовления. Хранить при температуре от 0 до 23 градусов. Относительной влажности воздуха не более 75%. Так. То есть, если вы вот такую банку открыли, то надо ее, конечно, быстро-быстро съедать, или же, соответственно, значит, нельзя ее в банке хранить, сами понимаете. Сами понимаете, нельзя ее в банке хранить. Так, сейчас возьмем открывашку эту. И мы откроем. Так, наша вот антикварная открывашка.
Так, давайте вот сюда вот. Так вот, легкими такими движениями. Сейчас минутку. Оп! Оба! Брызнуло. Ё-моё! Сок брызнул. Хорошо я вот как бы тарелку взял, да? Так, наверное, надо слить. Давайте я солью лишнее, чтобы... Так, она у нас не текла. Сейчас я солью тут в раковину. Боже мой. Так. И открываем потихоньку. Ну, да, у нас все-таки проходит еще. Там что-то я чувствую, жидкости много. За эти шпроты я заплатил 60 рублей. Или 55, что-то не помню точно. Обычно банка шпротов сейчас стоит где-то в пределах 100 рублей, даже 120, там и дороже, да, смотря. Ну, разные она бывает, разные. Так, давайте начинаем потихоньку открывать. Так. Ну так вот немножко муторно, конечно, все это делать, да, но если у нас есть открывашка, да, такая простая, то почему бы не открыть, да? Так, ладно, все. Смотрим. Момент истины. Оба. Так, мы видим здесь, в общем-то, сами шпроты. Вот такие вот они. Какая-то жидкость в масле. Это масло, да? Так, понюхать, что за запах. Давайте понюхаем. Пахнут ли они шпротами? Вот такая вот. Так, вот. Ну да. Копченость чувствуется. Копченость, такой копченый запах, да? Ну и вот сама рыба. Вот так она выглядит. Я делал не один раз, по-моему, вскрытие шпротов. Даже отдельно, по-моему, я снимал видео, где пробовал несколько сортов шпротов консервированных. Так, вот так вот оно все выглядит. Давайте теперь мы, знаете что, возьмем хлеба. Теперь для сравнения возьмем белый хлеб. Белый хлеб. Где-то будет белый хлеб, вот он белый хлеб. Он уже порезан. Хлеб уже порезан. Вот такой вот кусочек белого хлеба. И сейчас мы попробуем. Так. Сначала посмотрим на рыбину, да? Ну, рыбина вот такая вот. Особо, как говорится, мало такая по форме ровная, да? Ну по-моему, шпроты они должны быть вот целиком. То есть килька-то может быть и, в принципе, в виде каши, да, а шпроты, они обычно идут в виде уже рыбки, да. Тут даже, вот смотрите, голова есть у нас. Все можно наблюдать. Тоже, так сказать, если вот вы захотели перекусить, в то же время у вас маленький бюджет. Вот такая вот она здесь. Так, сейчас я вот на бутербродик выложу, да, как бы. Опа. Опа, вот таким вот образом. Нормально, красиво, да?
Красиво получилось. Так, теперь я попробую просто одну рыбку, вот такую, да, на вкус, как она съедобна или нет вообще. Так, давайте заценим. Вот она. Так, сейчас пойдет в рот. Так, ну она тверденькая, такая копчененькая. Ну, в принципе, на троечку потянет. На троечку потянет. Вот, ну, если сравнивать, конечно, ее с идеальными шпротами, да, то тут у нас, конечно, немножко она по вкусу и по форме она немножечко отличается, да, конечно. Но она съедобная. Опять же, съедобная и по вкусу она, ну, как шпроты. Как шпроты по вкусу. Так, кто ничего не напечатал? Ничего не вижу. Ну, смотрите. Так, давайте теперь пробуем. Пробуем золото викингов. Шпроты в масле. В масле. Ну, еще, знаете, что? То есть, вот это какая-то жидкость здесь, да, это, видать, рассол или в чем она, да? Тоже имеет какой-то цвет такой. И масла здесь, в общем-то, немного. То есть, они на масло поскупились. И получается, это как бы шпроты в собственном соку. В собственном соку шпроты. Давайте заценим. Опять же, с чайком. Вот у нас чай с подстаканника. Пьем, как это принято. Давайте заценим. Так, пошла. Нормально. Хотя шпроты тоже можно с черным хлебом. Тоже было бы хорошо. Ну, я просто для сравнения выбрал разные сорта. И поэтому, да, с черным лучше, по-моему, было бы сочетание. Все-таки кильки, шпротов с черным хлебом, оно более гармоничное. Белый хлеб, он такой более мягкий, соответственно, выше по сорту, как бы у него более утонченный вкус такой, и поэтому надо что-то грубенькое такое, к шпротам, конечно, и типа черного хлеба. Ну, слушайте, нормально. Конечно, чуть получше, чем, допустим, вкусовая, да, вот эта вот база, чем у кильки. Килька-то попроще, да, но она тоже вкусная. В кильке есть определенная, как бы, сладость, да, определенная, вот, томатный соус есть, а здесь вот масло, то есть более, как бы, натуральное. Все. Меньше, ну, вот шпроты их коптят, то есть вот этот еще дополнительно запах, вкус копчености, это, конечно, значит, придает пикантность и дополнительный вкус. Ну, все, нормально. Очень, очень вкусно, питательно. Я не знаю, почему вот люди наши предпочитают вот эти посещения всяких бургерных, гамбургерных там и так далее. Можно просто пойти в магазин, купить банку консервов недорогих, не надо там тоже что-то, я не знаю, там сардину покупать какую-то дорогую, там за 150 рублей сейчас вообще она стоит уже такая обычная стандартная банка, там 150 рублей, представляете, стала стоить. Когда-то она стоила всего лишь рублей 60. Ну, в те времена успешно канули пропали в безвремени, поэтому остаются только воспоминания, поэтому надо приспосабливаться к новым ценам, новому миропорядку и так далее, соответственно.
Очень вкусно. Очень вкусно. Всем рекомендую шпроты с хлебом. Черный хлеб. Чаек. Чаек с подстаканника обязательно пить надо. Сахарка 2 ложечки туда ложите. И вообще шикардос. Так, перекусите, смотрите. Если вы что-то готовите, да, то сколько времени это занимает, да? А здесь вы открыли банку консервов. Это на сколько? Это 2 минуты, да? Отрезали кусок хлеба. Это, не знаю, там 30 секунд, да? Налили чай. Ну, заварить надо, там 5 минут подождали, да? Вскипятить там чайник. Там 10 минут, да, 5 минут, смотря какой чайник. Вот, все по времени все затраты. Вот. Минимум денег, минимум времени тратится. И очень питательно и вкусно. А вот когда вы в лес едете, допустим, в лес, да? Ага. Люди в лес едут, да? Ну, как правило, шашлык там и так далее. Раньше ездили в лес, допустим, за ягодами, грибами, да? Сейчас многие в лес с шашлыком. Ну, хотя не пускают людей, потому что люди говорят, что они могут навредить лесу, оставить после себя мусор, костер не затушить, и, соответственно, будут нехорошие вещи после людей творятся, как правило. Ну, вы сами видите, да? У нас сейчас люди такие пошли, что они все оставляют за собой в лесу, как будто бы кто-то за ними должен убрать, я не знаю, кто за ними. И вот оно все лежит годами, и лес засоряется. Так, вот еще я таким образом сделал. И сейчас я доем этот кусочек. Ой, извиняюсь. Конечно, очень вкусно. Очень и очень вкусно. Так. Чайком запиваем. Чайком. Нормально. Ну, по крайней мере, не постоянно, да, но вот так иногда, да, вам захотелось срочно перекусить что-то, покушать. Вот можно взять такой вариантик. Съедобный. Вот таким образом. Ну, эти мы берем, ставим оценку шпротам 4, а этой кильке ставим оценку 3 с плюсом. Вот таким образом. Так, сейчас давайте я это в сторонку куда-нибудь отставлю, да. Подставим вот такой наш заварник и почитаем что-нибудь. Какую-нибудь новость прочитаем. Новости. Какие у нас? Давайте новости какие. Вот Яндекс есть, да, допустим, у меня телефон тут дополнительно. Так, какие-нибудь положительные новости. Так, вот давайте я новости прочитаю. Какие у нас здесь новости? Про 1 мая. 1 мая. У нас 1 мая будет отмечаться 1 мая. И будет шествие. Как это? Как мир, весна, май, да? По-моему, такой лозунг, да? Лозунг. 1 мая. Поэтому, значит, коллективы трудовые будут ходить и, соответственно, придут и пройдут по... А где они, кстати, пройдут-то? Если... его не перекопали. Его не перекопали. Видать, как-то закрутят. Я так думаю, с Кирова, да, будет толпа идти, да, ну, вот колонна, да, с Кирова, наверное, они будут поворачивать
каким-то образом на площадь Ленина и потом докуда? Они будут потом идти, наверное, до улицы Короленко и сворачивать потом на Орджоникидзе. Вот я таким образом предполагаю. Хотя, может, и каким-то другим по Дзержинского, может быть, пойдут и все. Не обязательно же по центральной площади, где обычно. Тут что-то такое интересное, если по другим путем. Первомайская колонна пройдет. Так, еще и 9 мая, значит, будет тоже парад, соответственно. У нас какая радостная новость, то, что коронавирусные вот эти ограничения меньше, значит, снимаются, и поэтому вот ослабляются, поэтому онлайн все эти с онлайна, то есть с интернета все это переходит теперь уже в очную форму, как раньше было до этого. Так, вот новость какая. В Якутске оборудование мирового уровня будет оснащен кардиоцентр в Якутске. Вот, представляете, да? То есть, вот, смотрите, вот у нас больница, кардиоцентр в Якутске, да? И он будет оснащен самый современный во всей стране. Вы представляете, да? Это в Якутске. Откроют кардиоцентр, который самый современный во всей стране. Представляете, да? Как рассказал генеральный директор ГАО РБ Республиканская больница Станислав Жирков, возможности кардиоцентра отвечают самым высоким требованиям современной клиники. Они будут доступны каждому пациенту, начиная от самого отдаленного района Якутии до города Якутска. Кроме того, он будет оснащен оборудованием на уровне мировых центров. Новое оборудование повысит качество медуслуг и позволит диагностировать болезни на ранних стадиях. Благодаря этому жители Якутии смогут получать качественное лечение, не выезжая за пределы республики. Здесь будет установлен единственный на Дальнем Востоке сверхточный томограф с 2 лучевыми трубками, который обладает возможностью раннего выявления заболеваний. Этот аппарат отличается высочайшей скоростью сканирования. Для исследования всего тела потребуется всего 2 секунды. Ничего себе. А я помню раньше вот МРТ, как она, вот этот томограф, тогда там, по-моему, что-то полчаса в нем лежишь, да? Пока он тебя, значит, пока положат, пока, значит, там все это через этот томограф проедешь, там очень долгое время, муторно это все, да, конечно. А здесь 2 секунды. Врачи смогут анализировать изменения сердечно-сосудистой системы, более точно, например, измерять стеноз коронарных артерий и степень перфузии миокарда. Также в оснащение клиники войдет современный аппарат МРТ, позволяющий проводить исследования на 50% быстрее. В нем установлены дополнительные опции для анализа не только сердечно-сосудистой системы кардиологии, но и для более глубоких исследований в области неврологии, травматологии. Теперь станет возможно точно устанавливать диагнозы при миокардитах, неясных аритмиях и других сложных вопросах в кардиологии, проводить почти весь спектр исследований. Вот, представляете, вот это радостная новость, для жителей республики, поэтому так, еще что мы сейчас прочитаем, да? Вот, в Якутии построят газопровод магистральный за почти 3 миллиарда рублей. Представляете, да? Еще новость радостная. Газопровод 3 миллиарда. И куда он пойдет? Он пойдет от поселка Кысыл Сырвелюйского района до села Мостах Кобяйского района.
Так, так. Ну вот, короче, Кобейский УЗ. Региональный бюджет совместно с инвестиционными вложениями компании Сахаз Транснефтегаз. Короче, регион Якутии газифицируют, и жители, соответственно, получат газ, что, в общем-то, только радует. Так, еще какая новость? Вот, смотрите новость. Представитель правительства Якутии проверил строительство Жатайской судоверфи. То есть на расстоянии где-то от Якутска 20 километров, да, находится поселок Жатай. Он на севере по Лене, ну, на север по Лене, если это Якутска плыть, вот он находится. Там ремонтный завод находится, и, соответственно, вот его модернизировали. Увеличено количество рабочих с 54 до 65 человек. Тима, привет, люблю море. Привет, привет. Как у вас там погодка? У нас весна. Пробовали вот кильку. Сейчас покажу, какую кильку. Кстати, килька ваша, смотрите, крымская килька, но она такая какая-то непонятная. Производство город Керчь, улица Героев Эльтигена. Вот, представляете, да? Ну вот она типа такой каши, но в принципе съедобная. В томатном соусе, да? Вот, попробовали. Нормально, то есть на свои деньги она как бы потянет. И пробовали шпротики, вот такие вот. Шпротики тоже недорогие, 55 рублей баночка, что ли. Вот таким образом. Теперь новости здесь положительные мы обсуждаем. Соответственно, вот судоверфь Жатайская, значит, обновили этот завод по ремонту судов. Как вы знаете, Якутск находится на реке Лена. Река Лена является самая длинная река, значит, вот Евразии. Ну вот есть еще Обь, значит, Енисей, но они с притоками, если считать. А сама Лена, она без притоков, самая длинная, там свыше 4000 километров длина. Ну, соответственно, ширина реки вот в районе, допустим, Якутска составляет несколько километров. А вот где ближе к тому месту, куда она впадает, у нас это море Лаптевых, Ледовитый океан, там она, значит, несколько десятков километров ширина реки. Представляете, да, какие масштабы? Ну, соответственно, речное судоходство развито. Речное судоходство сильно развито. И вот за лето большие объемы грузов перевозятся по реке, большие объемы грузов. Вот. И, ну, соответственно, чтобы эти судна ремонтировать, вот в Жатае, соответственно, судоверфь есть, и там ремонтный завод. Понимаете, да? Так, ну здесь пишут, что должны были ее ввести в 2021 году, но немножко сроки подкорректировали. Ну, по крайней мере, она сделана, и теперь, значит, проблема будет решена значит, с ремонтом речного транспорта. Так, дальше. Что у нас здесь? Какая хорошая новость. Хорошие новости читаем только. Негатив уже, честно говоря, надоел. Поэтому надо себя как-то на позитив настраивать. Негатив его можно везде найти. И, в общем-то, люблю море. В Сочи едем со своим мешком и лежаком. О, в Сочи собираешься? Я? О,
Да нет, как-то в Сочи. А что там делать? Я сегодня видел, кстати, стрим. а, Азаровский туда, с который этот блогер с Анапы, да, вот и видел. Он прямо шел по набережной, ну, в районе Адлера он находился, это, вот, сколько там, километров 15, что ли, от самого Сочи, весь, город, да, непосредственно, да, то есть в сторону, значит, границы с Абхазией находится непосредственно, и там Олимпийский стадион, ну, соответственно, Олимпийская зона, да, знаете, все там построена, Олимпиада, когда проводилась там зимняя, там очень много спортивных сооружений было к этому времени построено, соответственно, вот там довольно курортное место сейчас большое, и он стримил с набережной. Это просто кошмар, сколько много народа, честно вам скажу. Значит, вот из-за этих всех ограничений, значит, которые вы сами знаете сейчас, у нас получается, что людям куда ехать? Вот Сочи, Анапа, значит, южное побережье, да, соответственно, Крым. Вот и все, по сути дела. Поэтому в Сочах сейчас очень много народу. Я не знаю, да, конечно, еще не купаются, ну, потому что вода холодная. Вода холодная в пределах что-то градусов 12-15 градусов, да, или даже еще меньше, да, то есть такая температура воды, в ней только моржи могут купаться, ну, люди, которые закаленные, им они только, или, допустим, человек выпил, да, изрядно какого-то спиртного, ему тоже море по колено, он туда лезет в воду, чтобы скупнуться, как бы разгоряченный, да, соответственно, может быть. Но нормальный человек, он, естественно, в такую воду не полезет. Для нормального человека нужна температура воды где-то градусов 22-то, наверное, минимум, да, 23-24, вот так вот желательно. То есть это уже температура такая, когда можно нормально купаться. При большей температуре воды, естественно, она начинает цвести, и там, соответственно, не совсем благоприятная флора, микроорганизмы интенсивнее развиваются свыше, если 25 градусов по Цельсию температура воды у нас, надо про это не забывать. В Сочи не, я в Сочи не поеду. Что там делать? Я был там в Сочах, мы жили там целый месяц, ну еще, соответственно, до Олимпиады, до этих всех преобразований, значит, соответственно, все там я изучил, везде побывали, там на всех экскурсиях, экскурсий там больше не стало совершенно, значит, то есть вот так, как они были, значит, эти их достопримечательности, так они остались. Единственное, что да, Красная Поляна, это горы, это горнолыжный курорт, вот туда, может быть, стоит и поехать. А так, ну, не знаю, что там делать, особо там делать нечего, там море не очень чистое, значит, много людей, тем более сейчас будет, и, ну, не знаю, мне не нравится, когда толпы народа ходят, вот они буквально друг друга сбивают, во-первых, по набережной, потом они не могут места найти, где прилечь, значит, нормально полежать, и, соответственно, ну, кому-то может такой отдых и нравится, но я как бы не любитель такого отдыха. То есть такой принцип у меня, как бы чем меньше народа, тем больше кислорода. Соответственно, и для отдыха, для чистоты, соответственно, место, где вы отдыхаете, это только благоприятно. Нет, Сочи нет, конечно, нет. Может быть, когда вот это все закончится, да, и людей будет меньше, может быть, тогда и в Сочи, может быть, стоит и съездить. А пока нет, нет. Так, далее читаем, какие у нас интересные новости есть. Сейчас обсудим немножко.
Так. Так, про кардиоцентр я сказал вам. Так, в Якутии отчитались о подготовке к пожароопасному сезону. Так, вот новость, да, у нас. То есть в прошлом году вы все знаете, какие были события. Значит, ну, в Сибири, да, не только в Якутии, но горела вся Сибирь, Дальний Восток и, соответственно, в этом году более лучшая подготовка идет к лету. Так, вот что у нас. Вице-премьер республики заявил, сейчас главное устранить все выявленные нарушения. И мы проверим их. Ага, вот таким образом. То есть там какие-то деньги выделяются. Значит, какие-то проверки прошли, значит, везде посмотрели, что надо устранить. Соответственно, будут вот месяц еще, как бы до июня месяца, да, до жары. И, соответственно, должны устранить эти проблемы, чтобы не было у нас опять такой беды, как была в прошлом году, что, значит, все небо было в Якутске, да по всей республике оно было в дыму пожаров, дышать было очень сложно. Вот в этом году заранее готовятся уже все. Так, и что еще новенького? Давайте что-нибудь про другое почитаем. Так. Пока что-то не вижу особых каких-то интересных новостей. Так, может, в какой-то другой рубрике. Давайте вот. Что у нас тут вот? Технологии прочитаем, да, допустим, технологии. Вот технология. WhatsApp предоставил новую функцию сообществ для объединения общих групп. Ух ты, ну это вообще шикарно, да? Смотрите, новость какая. Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp, принадлежащее Мета, сегодня объявило о запуске новой функции сообщества, которая позволяет людям объединять отдельные группы под одной крышей. WhatsApp говорит, что это даст людям возможность получать обновления, которые рассылаются всему сообществу, а затем организовывать небольшие дискуссионные группы по важным темам. Так, например, школьные родители могут создать всеобъемлющее школьное сообщество, которое разбивается на более мелкие группы в зависимости от класса и других факторов. Администраторы сообщества получат доступ к новым мощным инструментам, таким как сообщения, объявления и контроль над группами, которые могут быть созданы в сообществе. Мы думаем, что с помощью сообществ директору школы будет проще собрать вместе всех родителей школы, чтобы поделиться новостями, которые необходимо прочитать и создать группы, посвященные конкретным классам, внеклассным предметам или потребностям волонтерам. WhatsApp также добавляет ряд улучшений для групп, включая реакцию смайликов на сообщения, функцию удаления администраторам, которая позволит удалять проблемные сообщения из всех чатов, обмен файлами с поддержкой файлов размеров до 2 гигабайт и голосовое управление одним касанием вместимостью до 32 человек. Вот, короче. Ну, WhatsApp все знаем, что сейчас без него, по сути дела, невозможно стало жить, потому что просто все сообщения, да, вот эти вот идут через WhatsApp все. Ну и дополнительно сейчас, конечно, Telegram пришел на помощь, как бы на выручку, да, но там немножечко другая, как бы, система, хотя тоже можно им и пользоваться, да, но вот WhatsApp, он
очень широкое распространение принял в стране, и без него, в общем-то, сейчас невозможно в школе учиться, значит, там, в институте, где-то там на работе группы WhatsApp и так далее, да, все это как бы сделано. Поэтому вот такая программа, без которой уже мы нормально не сможем жить, нормально. То есть она значительно упрощает жизнь и деятельность, организацию людей. Так, что еще хорошего вам рассказать? Ух ты! Смотрите, вот такая новость интересная, да? Смотрите, кому интересуют высокие технологии. TSMC запустит 3-нанометровый техпроцесс во второй половине 2022 года. То есть уже 3 нанометра у нас будут по технологии готовятся вот эти микросхемы, я так понимаю, да? Техпроцесс 3 нанометра. Да, все мельче и мельче становится, все больше плотность микросхем, все меньше они размера занимают, соответственно, тем выше у них, значит, соответственно, продуктивность и так далее. Так, вот, короче, такая вот новость. То есть компания Apple, один из крупнейших клиентов TSMC, собирается в 2022 году представить новые версии планшетов iPad, которые будут строиться на 3-нанометровых чипах. Представляете, да? Что Apple станет первой компанией, которая начнет использовать 3-нанометровый техпроцессор. Вот это здорово. Да, ну, конечно, процессор A17 Bionic для смартфонов и M3 для компьютеров Apple. Ну, соответственно, Apple, потом другие компании, соответственно, будут выпускать тоже на этом технологическом процессе 3-нанометровом. И дальнейшее развитие будет проходить. Дальнейший прогресс. Так, ну что? Кто там что? Никто ничего не пишет. Час 3 минуты, да? Короче, в итоге что мы получили? Нашего вот этого дегустирования. Вот эти 2 банки консервов. Ну, съедобно. Конечно, съедобно. Если у вас бюджетик маленький, да, можно кушать, но, конечно, не каждый день, потому что она не совсем понятно, что желательно живую пищу есть, то есть это просто купить ту же селедку замороженную, да, или там, не знаю, консервы, все-таки их надо поменьше потреблять, потому что там консерванты, которые, значит, ну, из которых продукт хранится, как бы, да, и, соответственно, ничего хорошего для организма не представляет. Но вот так иногда в охоточку можно. Ну, ладненько, да, раз никто ничего не пишет. Такой у нас стримчик был. Со своим мешком и лежаком. В Сочи. Кстати, да, ага. Смотрите, в Сочи вот эти мешки есть, да, мешки, на котором можно сидеть, такие, знаете, мешки, типа с кресла, да, то есть их на пляже там где-то можно взять в аренду. Вот такой мешок один в Сочи, сейчас вам цена вот сегодняшнего дня, 30 минут 150 рублей посидеть на мешке возле моря. А если час, то 250 рублей. Вот такие цены. Конечно, берите с собой, если у вас есть такой мешок. Если вы едете на машине, соответственно,
можно туда запихать в багажник и, соответственно, просто подъехали, мешочек этот кинули там и сидите, загораете, да. Так что вот таким образом, да, поэтому надо, значит, чтобы не пролететь там с деньгами, да, надо с собой желательно все вести с собой, чтобы там меньше тратиться. Ну, еда там тоже все это дорогое в Сочах, поэтому тоже, если вы с собой закупите где-то в оптовом магазине продуктовом еды, еще дополнительно денег сэкономите, да. Поэтому берите побольше, если у вас машина, побольше ее набивайте всякими вещами, они вам пригодятся, и вы на них сможете сэкономить, меньше растратиться, соответственно, больше денег у вас останется, что только положительно. Ладненько, давайте, ага. Приятно было для вас постримить. Подписывайтесь на канал, будут еще новые видео, новые походилки по городу. Соответственно, увидите что-то новенькое, поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем пока, до новых встреч.